На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба прибыл в Донецк для участия в праздничных мероприятиях в честь пятилетия со дня провозглашения Донецкой Народной Республики. В частности, глава правительства посетит выставку достижений народного хозяйства ДНР, а также торжественное мероприятие в честь Дня Республики. В составе абхазской делегации министр иностранных дел Даур Ковы и депутаты Народного собрания. Для участия в праздничных мероприятиях в республику также прибыли гости из России, ЛНР, Южной Осетии, Чехии и Словакии. 10 мая состоялось заседание Центральной избирательной комиссии. На повестке дня утверждение бланков документов, необходимых для регистрации инициативных групп, выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия и их регистрации, утверждение положения и состава лингвистической комиссии, утверждение регламента Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия, рассмотрение заявления от членов окружных избирательных комиссий. На заседании также рассматривались вопросы организации пресс-центра, информационного центра и другие. Государственное инвестиционное агентство Абхазии создало реестр инвестиционных проектов. Как отметил директор Госинвестагентства Саид Гулария, это решение нацелено на продвижение инвестпроектов и привлечение в республику инвестиций. В реестре будут собраны наиболее интересные проекты со всей республики, которым требуются дополнительные инвестиции или софинансирование. Подробная и проверенная информация о проектах будет представлена в специальном разделе на сайте агентства. Всеобщая диспансеризация в республике, проводимая силами Министерства здравоохранения Абхазии и сводного отряда Федерального медико-биологического агентства России, продолжится 14 мая на базе Республиканской больницы Минздрава. Согласно утвержденному графику, с 14 по 20 мая будут обследоваться жители Сухумского района, а с 21 по 27 мая население самой столицы. Следующий район диспансеризации – Гудаутский. В работе принимает участие 50 специалистов из учреждений ФМБА России. Всеобщая диспансеризация населения Абхазии началась 5 апреля в Галском районе и завершится 9 июня в Гагрском районе республики. В Международный день музеев 18 мая в Сухуме пройдет акция «Ночь в музее». В этом году для посетителей свои двери откроют 4 музея столицы: Абхазский государственный, литературно-мемориальный Дмитрия Гулия, боевой славы имени Владислава Ардзенба и музей истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуа. О том, какую программу подготовили организаторы акции и что интересного ждет посетителей, в репортаже Гугу Циварданя. Акция «Ночь в музее» приурочена к Международному дню музеев. Во время ее проведения у всех желающих есть возможность осмотреть музейные экспозиции в вечернее или ночное время. Основная цель ежегодной акции – показать возможности и потенциал современных музеев, привлечь внимание людей, доказать, что посещение музея не только приятное времяпровождение, но и интересный и познавательный процесс. В день проведения этой культурно-образовательной акции свои двери совершенно бесплатно откроют 4 музея Сухума. Первым примет посетителей Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзенба. В программе открытие новых экспозиционных стендов, посвященных службе тыла, службе вооружения и техники, разведке и контрразведке вооруженных сил Абхазии. Проведение конкурсов на знание истории Абхазии, на лучшее исполнение танцев и чтение стихотворений среди посетителей детско-юношеского возраста. Как известно, 18 мая 2019 года проходит международная акция «Ночь в музее». Конечно же, Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзенба с радостью присоединился к этой акции. Уже на протяжении нескольких лет мы включаемся в процесс, проводим ее. Да, это не первый год. На сегодняшний день у нас запланирована обширная программа. Будет организована, естественно, экскурсии для всех желающих. Это день открытых дверей, безусловно. Наши экскурсоводы с радостью проведут сколько надо экскурсий. Будут у нас
Значит, открытие экспозиции. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы дополнить, например, витрину по войскам противовоздушной обороны, новые экспонаты. Далее в 18:00 к акции присоединится литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулия. В программе музея экскурсия для школьников, выступления учащихся столичных школ, встреча с известным абхазским поэтом Терентием Чане, выступления студентов факультета журналистики АГУ и ансамбля «Гунда». Литературно-мемориальный музей Дмитрия Гулия уже 4-й год проводит акцию «Ночь в музее». Первоначально это было начато еще Национальным музеем впервые. И тогда на 2-й год мы уже присоединились к этой акции. В этом году будет, конечно, это та же самая работа музея, только праздничная. В этом году всем тем, кто интересуется абхазской литературой, абхазской поэзией, будет у нас интересно. В 19:00 откроет двери Государственный музей Абхазии. Его программа также разнообразна. Кроме того, здесь состоится открытие новой стационарной экспозиции Абхазии 19-20 веков, на которой будут представлены материалы о трагических судьбах владетельных князей Чачба-Шервашидзе, о Кавказской войне, об упразднении Абхазского княжества и о многом другом. Одним словом, любителей истории ждет много интересного. Сотрудник нашего отдела Гожба Руслан Хадиратович подготовил эту экспозицию. Начинается наша экспозиция с мамлюков кавказского происхождения. Далее уже мы говорим о том, что о столкновении двух империй на территории Абхазии. Это Османской империи и царской России. И о последствиях этих войн. В музее также будет открыта выставка «Озеро Рица» об истории открытия, изучения и освоения озера. Для создания этой экспозиции было проработано огромное количество материала, потому что помимо того, что озеро Рица – это известный всем памятник природы, это еще и объект курортного значения. И вот там о том, как шло освоение этого озера, о том, как строилась дорога к нему, как строилась дорога от озера Рица к Ауатхаре, какие люди принимали участие в этом строительстве. Отдел этнологии Госмузея одним из первых присоединился к акции «Ночь в музее», и это стало примером для остальных. В этом году в отделе будет представлена программа «Мелодия прошлых лет». Я разработала такую программу, называется «Мелодия прошлых времен». Но это тоже очень интересно, охватывает где-то 50-е, 60-е годы. Как раз Абхазия в этот период, мы видим, колхозы, совхозы процветают, город тоже, появляются курорты. Абхазия вообще известная курортная зона, поэтому были здесь очень интересные люди, приезжали. Естественно, и также в быту начали применять такие вот как инструменты разные, проигрыватели тоже, которые появляются в селах. 18 мая свои двери для посетителей откроет и Музей истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуа. Музей истории зарубежных абхазов имени Омара Бейгуа примет участие в акции «Ночь в музее». Музей охватывает период с XIV века по настоящее время. Функционирует 4 зала. Посетители могут увидеть в основном историю нашей зарубежной диаспоры. А все желающие могут посетить в этот день наш музей. Ждем всех. Международная акция «Ночь музея» проводится в более чем 150 странах мира. В 2015 году к ней присоединилась и Абхазия. С каждым годом увеличивается не только количество посетителей, но и число музеев, желающих принять участие в данном мероприятии. Гугу Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Ежегодно в Абхазии проводятся кинологические сборы, в которых принимают участие абхазские и российские спасатели. Очередные совместные учения кинологов завершились 10 мая. Подробности в материале пресс-службы МЧС Республики. Кинологические сборы проводятся ежегодно с 1 по 10 мая на полигоне в селе Нижняя Эшера. Вместе со своими абхазскими коллегами в них принимали участие кинологи из Российской Федерации, в частности из Москвы, Смоленска, Крыма и Краснодарского края.
Причем помимо штатных специалистов МЧС России в сборах участвовали и волонтеры. В общей сложности 15 кинологических расчетов, из которых 2 абхазских. В этом году кинологи вместе со своими четвероногими питомцами отрабатывали навыки по поиску пострадавших в условиях различного рельефа. Собак также обучали находить тела погибших при чрезвычайных ситуациях. В кинологии подобным поискам отводится отдельная специальность. Сборы проводились пока без аттестации, но к осени этого года впервые будут разработаны нормативы МЧС Абхазии для кинологов, и уже в октябре сборы будут проходить с аттестацией. Однако уже сейчас можно говорить, в частности, об уровне подготовки абхазских кинологических расчетов. Наур с молодой собакой, еще года ей нету, готовятся пока к первой аттестации. Вырабатывают навыки, тренируются, стараются. Сандро с Леди давно успешно уже работают. Собака имеет хорошую квалификацию, аттестовалась по классу «Б», по нормативам МЧС России. Показала мероприятий хорошие результаты и лучшую работу, в принципе, по всем имеющим место собакам на этом сборе. По словам специалистов, подобные совместные кинологические сборы весьма положительно сказываются на общем уровне подготовки специалистов по поиску пострадавших при чрезвычайных ситуациях. И поэтому тренировочные занятия в таком формате будут продолжены и в будущем. 24 кондитера боролись за звание лучшего в конкурсе «Праздник сладости», который ежегодно организовывает Торгово-промышленная палата Абхазии. В 5 номинациях: лучший торт, лучшее пирожное, лучшее сдобное изделие, лучшая восточная сладость и лучший кондитер года были определены победители. Алика Трапш расскажет подробности. Волшебное звучание скрипки, ломящиеся столы от сладких угощений, тортов, пирожных и разнообразных сладостей. Все это пиршество было организовано в ресторане «Ерцах» в Сухуме. Торгово-промышленная палата Абхазии устроила горожанам настоящий праздник сладких угощений в рамках ежегодного конкурса кондитерского мастерства «Праздник сладости». В нашей республике его проводят уже 6-й год подряд. В конкурсе могут принять участие все желающие, занимающиеся изготовлением кондитерских изделий, как представители ресторанов, пекарни и кондитерских, так и индивидуальные предприниматели, а также частные лица. В этом году в кулинарном состязании приняли участие 24 кондитера со всех районов Абхазии, в числе которых как известные пекари, так и те, кто только начинает бизнес в этой сфере. Я 2-й раз участвую в этом конкурсе. Я представила в этот раз 3 тортика, капкейки, эклеры и корзиночки. Я все это делаю сама, я нигде не обучалась, я по специальности биолог. Вот это мое хобби, и переросло это хобби в основную работу. Мы участвуем 2-й год подряд. В прошлом году мы выиграли номинацию «Лучшая сдоба». В этом году нас тоже пригласили поучаствовать. Согласились, и целый коллектив работал для того, чтобы наша продукция сегодня выставлялась на этом конкурсе. Молодой кондитер Кама Пилия из Гудауты на конкурсе представила десерты без муки, сахара, яиц и молока под брендом «Трава Апсны». Все сладости девушка готовит дома и поставляет их в различные магазины и кафе. Очень приятно, что торгово-промышленная палата нас пригласила. Это наш первый конкурс, мы только недавно открылись, и для нас это очень важно. Наши сладости без муки, сахара, глютена, молочных продуктов. У нас только натуральные составы, натуральные ягоды. Наши десерты не выпекаются, они не обработаны ни химически, ни термически. И мы готовим методом заморозки. Члены жюри под председательством депутата парламента Натали Смыр продегустировали представленные на конкурсе кулинарные изделия. Проголосовать за понравившуюся работу кондитеров могли и все гости праздника сладости. Впервые торгово-промышленная палата для оценки работ конкурсантов пригласила независимого эксперта-кондитера из Сочи Евгению Галкину, которая также для всех гостей провела мастер-класс.
После дегустации победители были определены в 5 номинациях. В номинации «Лучшая восточная сладость» лучшим кондитером признан Эскан Хапшуг. В номинации «Лучшее сдобное изделие» победу одержала кондитер кафе у Совмина Саида Лейба. За лучшее пирожное диплома удостоилась Алена Цвинария. Она также стала обладателем приза зрительских симпатий. В номинации «Лучший торт» победу одержала Оксана Пабба. И, наконец, лучшим кондитером года большинством голосов признана Ирена Герия. Я ни разу не считала себя достойной сюда идти, у меня не было никакой уверенности в себе. И в этом году я просто пошла, потому что уже мне стыдно было говорить нет. Я не считала вообще себя достойной такой награды. Просто нет слов. Просто, наверное, любитель. Не наверное, есть любитель. Ну и хочу угодить клиенту, чтобы было вкусно и красиво. Но в будущем планирую выезжать, учиться, стать лучше на радость всем и себе. По словам организаторов конкурса, подобные мероприятия являются хорошим стимулом как для известных специалистов, так и для начинающих кондитеров. Мы считаем, что этот конкурс – это очень полезное мероприятие, которое способствует развитию и совершенствует профессионализм в кондитерском деле. Это прекрасная площадка, прекрасный опыт общения не только с коллегами, но и с членами жюри. Это возможность получить хорошую похвалу в свой адрес. Это возможность сделать себе рекламу. Все сладости съедены, имена победителей названы. Кондитеры уже придумывают новые рецепты для участия в конкурсе сладостей в следующем году. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Руслан Орлов. Абхазское телевидение. Творческий конкурс по экологии прошел в Сухумской 4-й средней школе имени Дмитрия Гуля. В конкурсе приняли участие 9 сборных команд из различных районов Абхазии. Организаторы мероприятия – Министерство образования и науки. Репортаж Саида Джерсали. Творческий конкурс по экологии между учащимся школ республики был проведен в Абхазии впервые. Как отметили организаторы, мероприятие направлено на привлечение внимания к экологическим проблемам мира и нашей страны в частности. Впервые Министерство образования и науки проводит конкурс по экологии. Учитывая важность этой проблемы во всем мире, мы решили принять участие, повысить свои знания, чтобы сберечь нашу природу. В добрый путь, дорогие наши участники конкурса! Мы надеемся, что мы получим сегодня хорошие результаты, и вы будете участниками всего мирового глобального процесса, чтобы сохранить наш мир. Выступление команды оценивало жюри, которое возглавлял председатель Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Савелий Читанава. Конкурс состоял из 4 этапов. На первом этапе команды должны были представить эмблему и название. Жюри оценивало творческий подход участников, оригинальность, смысловое наполнение и креативность подачи. На втором этапе команды по очереди отвечали на вопросы, на обдумывание которых было отведено всего 30 секунд. За каждый правильный ответ команда получала 1 балл. На третьем этапе свои знания по экологии проявляли капитаны. В завершении конкурса команды должны были представить социально-экологическую рекламу, подготовленную заранее. Подготовка к конкурсу заняла очень много времени. Мы действительно старались. Я, правда, не знаю, что у нас получится, но я верю в свою команду и в своих учителей. Они действительно волновались за нас, и они действительно хотят, чтобы мы победили. Наша команда называется «Гармония», так как только в гармонии с нашей природой, которую символизирует кампануа или колокольчик удивительный, мы можем по-настоящему постичь мудрость природы. Узнали много нового, и мы очень рассчитываем, конечно, на победу. И хочется, чтобы в Абхазии чаще проводились такие конкурсы, ведь они сплачивают и есть стимул победить. Безусловно, подобные конкурсы воспитывают в детях бережное отношение к окружающему миру, учат юное поколение заботиться о природе и ценить ее. Впервые за послевоенный период конкурс по экологии, целью которого является прежде всего создание той среды, в которой дети смогли бы реализовать себя не только в сфере естественных наук, либо каких-то теоретических наук, а прежде всего это консолидация экологического воспитания. Чтобы дети смогли через эту призму конкурса воспринимать природу не в принципе как некий потребительский фактор, а прежде всего как ту возможность, которая обеспечивает сотрудничество природы и человека.
В итоге после 4 этапов конкурса первое место заняла сборная команда Гудаутского района, на втором – команда Гагарского района. Третьего места удостоилась команда города Тхварчал. Победителям и призерам были вручены грамоты и памятные подарки. Саид Джерсаля, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу преимущественно без осадков. В воскресенье днем возможен кратковременный дождь, местами туман. Температура воздуха ночью плюс 11-16, днем 19-24. Температура морской воды 15 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.